Ассаламу алейкум. В эфире программа «Неделя». В студии Ислам Ершов. И вот о чем расскажем вам сегодня. Уникальный климат и большой туристический потенциал. Рамзан Хаджи Кадыров побывал в Итум-Калинском районе республики. Священное писание, оформленное в национальном стиле. Завершилась работа над созданием рукописного Корана, начатая по поручению главы региона. Труд сирийского каллиграфа чеченского происхождения представил муфти республики. Путь света и знаний. 150 преподавателей повысили квалификацию в кораническом центре Аль-Джазарий. Новое освещение, парковки, тротуары и фасады. Завершается большая реконструкция улицы имени Ларсанова в Грозном. Также будут проведены работы по комплексному озеленению, посадка деревьев, кустарников. Глава Чеченской республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума-намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Магомед Саралиев. Издите мадитлаш бах паймар саллаллаху алейхи вассалям. Хун элча ивалара миллох минут яхт ида ишалжду исаият малайк хагоп ядич хамилох амал яшутия خديك عمل يشوله خديك الخلل بالجو يهون از هو عمل يشنيس لحدال ويتون لردول خداك أزوالا بالجو يهون إز إنما الأعمال بالخواتيم با إلشنا صلى الله عليه وسلم شو عمل شو شقي حج يشون شو قال خرمودو تسونك حج يشون شو عملش دال قبولنا يتسين بوضو إز كيش حديث عباه بيمر صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عسله تو الله دال شي ليخ تعديك بول بليش إيش يلي شيء دوق ويزلش بودوقز الله دال شقي خزيه وانتون إهو بوردو الخيتر إلشان أصحابش عسله يشقي خزية بو معن هدو يا رسول الله إلشا يوفقه لعمل صالح تعديك عمليات هونتون الله دال تعديك عمليات توبحونتون الله دال لا مزدويت هونتون قرآن بيوشيتون لحاجة وخيتي يا غازوة وخيتي إديك عمل يشولشة تأكتو الله دال دقل وحون إز إلي تو الله دال نقويز ليلهم باب إلشنا صلى الله عليه وسلم. По завершении проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз под руководством Абдурахима Мутушева. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего. Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил поездку в Итум-Калинский район. Благодаря уникальным климатическим условиям это место обладает большим потенциалом. В ходе поездки глава региона посетил ряд объектов, которые в будущем должны стать привлекательными для туристов. Рамзан Хаджи Кадыров проверил ход работ на стройплощадках и дал ряд поручений. Сюжет Абдуллаха Батаева. Высокогорный Итум-Калинский район считается одним из самых перспективных и привлекательных для реализации крупных инвестпроектов. В ходе поездки по этим местам Рамзан Хаджи Кадыров посещает форелевое хозяйство. Глава региона отмечает, что вначале объект был многообещающим, но из-за безответственного подхода хозяйство находится в упадке. Он поручил рассмотреть возможности развития данного объекта. Iedereen daar stond, daar ook af. Je is gisteren niet zei je dan, je de pol niet in dan. Je is lees dan, check je of je daar stond. Dat kras de probleem is dat je dat ook na ook abek dan. Ook je abek dan. Zodat je Allah zei dan je dan dik خدمت خير هذا stond. Dol die schildstone, daar die los schildstone, wie zeg die schildstone. Deel aan. Als je dan sinds Adel Karim stond. وقع ثاني مع سيدو أصلاً صرت اللندوي مو في دون أحد يبقى بوق بوع برودون يقول أحمد بوق دون يقول بتونيتش عبال موبايل زعك في خلد دي شو ما دايت كذا دون يكرس خوشي يشبه بعد كذا نسي عنده وجدش نعيزادش تيش عنده دول شداش دون ساعدا بتندر داري بالكي ساعدون يش ديال ولا كولاجين دون بس نيول شين ديك ولو داس داس ده والله هاوس هاوس كم ليك تشوف فجر ده وايو
Doch nahan dan bak mettigi sada mettigi we do je turist wagen haba gerid haba boatan sada met gerid dan we nach nutren turismi we mag kwa bu uslan boy zijn sada met gerid dan weer oger dan просто дальше. Кем мацалти ist дальше, разли dan. Toen mag ban wat zo doen ja просто dan дальше dan. Инсе нелчо само до фаам узбекчина. Просто dan het قاعد خزل dat dan. Dan. Toen mag ban wat dan gaan en dan gaan. Jara laat dan hebben ze dan ara wel dan. Hij zei dat детский площадь Бельшин. Да, да, Рамзан Хаджи Кадыров также проверил процесс возведения шале в селе Ведучи. Работы находятся на завершающей стадии. Уже скоро объект примет первых посетителей. Dat ik wel geen binnen elkaar dan, zwart binnen op binnen met, weet je? Heel zwaar. Hayat, oh wie die dan? Daar is hayat. Maar wat is dat dan? Fijn. Doe بحاله على صديق بس يشتحلوول هو بقى كلام ده شغل نص متر شكل لو دوش باستي غاش سبعة غاش يشتحلبوش بدنا باكن ويا باكن يا ابو هذول يقوا على خدو دول يقوا على ما خدو اشتو لما تكون تسيقع دون شو دو تسيقع ولقط عشرة تسيقع بيرد حدوش. Посетил глава региона и стройплощадку спортивно-тренировочного комплекса «Ахмат» в селе Итумкали. Здание представляет из себя полноценный гостиничный комплекс на 34 номера. Также в нем будут кабинеты для тренеров и 3 спортивных зала. Предусмотрены площадки для баскетбола и волейбола, футбольное поле и многие другие современные условия для спортсменов. Nella sera hade det väl varit givet då jo muslimer alla då en kuror till sig och Kaukaza då ju intervjuat så att så här har jag tre etappen då för det första då حيعيش då hon оборудование ما حيعيش då när kom stället då är det då совещание качи, а das дорожная карта Дон. Руководство Чеченской Республики определило развитие туризма одной из самых приоритетных задач. В этой сфере проводится огромная работа и достигаются высокие результаты. Подтверждение тому – огромный поток туристов, ежедневно посещающих регион. Абдулла Батаев, Аслан Исаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Также глава региона побывал в одном из древнейших некрополей на Северном Кавказе – Цопеде. Здесь сохранились 2 сторожевые башни и более 40 склепов, в которых находятся останки людей эпохи Средневековья. Во время пешей прогулки Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками посетил одно из захоронений. شيء تسمع المقطن ده إيش شو بيقولي نعبي إيش الله إيش نعم بل شو حياتي يدي حياة После прогулки группа организовала привал посреди живописных гор. Рамзан Хаджи Кадыров отметил удивительную красоту здешней природы и призвал каждого посетить эти места.
Patriot, يلا ما بتجي بلد دويخ ودعوة ندى. صوبت تعسبش يديو ما شاء الله. الله أكبر. Глава региона навестил семью муфтия республики Салаха Хаджи Межиева. Рамзан Хаджи Кадыров здесь частый гость. Ему устроили радушный прием. Общение проходило за столом, накрытым национальными блюдами. Dikans bierkan bayram. Aktion meldet schon. Da han meldet schon. Mochten meldet schon. Da dikans bierkan bayram. Adam nit koçur basrapsa. Adeş dikat. On bierkan. Değil şavuş. Zu Allah da bayram dikans bierkan. طبعا نرى كويس شو عموي بوسطان ما شاء الله والله خيات ما صالح يا السخيني. Во время разговора с главой Салах Хаджи Межиев показал труд сирийского каллиграфа чеченского происхождения Шукри Харачо. Рукописный Коран, оформленный в чеченском национальном стиле, был высоко оценен Рамзаном Хаджи Кадыровым. После проверки комиссии эта работа выйдет в массовую печать. مصحف الشيشان ألا يازديتين دول قرآن هردو هر يازدين وجا نخشيو سيريا خير شو شتايفن دنيا شاو غرب الوش خطة دشبو ألف لام ميم ذلك هر شادك شقدل سكوجي يازدين دو محظوظ نخشي قوم زرا أردي لوش دو قرآن هنس هر زور بخيوش ما شاء الله. Глава Чеченской Республики ознакомился с ходом строительства крупных дорожных объектов. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». О деталях масштабной работы Рамзану Хаджи Кадырову рассказал руководитель дорожного ведомства Абубакар Тумхаджиев. Репортаж Седы Хасиевой. Развязка на дороге, ведущей в Ахмат-Юрт, сможет соединить несколько ближайших сел. Ее строительство уже начали. Ознакомился с ходом реализации крупного дорожного проекта Рамзан Хаджи Кадыров. هر إدار برجع اشتغال يجلب يشبلشني أنا بهو رزباسي أول عربين نقدر داور بو استغلوا بال هر هو كل هذا البوت داغر وعوق خصوصي داورو داغر عوق كمية جولي عملت داورو. Работы здесь очень много. Изменение рельефа и переработка 7,5 миллионов кубометров земли – все для ровности и безопасности дороги. Это самый сложный и крупный проект в системе Росавтодора, отмечает министр автомобильных дорог республики. Развязка, уже белых доболен белых бешбу. На самом деле по строительству обхода города Гудермесова объектно Харьок объектью можно Российской Федерации по строительству Росавтодор чего Харсаньок объект богоду насыпше елшвейм кшелше чё до грунту камет хяхты ещик. Специалисты уже на втором этапе строительства. К 2024 году планируется ввести его в эксплуатацию. Это позволит разгрузить региональную трассу, соединяющую Бачи-Юрт, Курчалой, Цаци-Юрт и другие населенные пункты. А третий этап мы постараемся как бы досрочно сдавать объект. Второй этап دي جوردو انتجاها يقي ويمكشي ويمك 26 метров ويمكيوش اخلات ويزمتكيو اديها ناسب 25 метров насып пёшметкио он низ добавит. Началось строительство развязок на дороге Бачи-Юрт, Новогрозный и Кошкель-Тайбиной. По всему региону строительно-ремонтные работы проводятся на 78 объектах, из них 4 моста. Гудермеса Алхарса федеральный объект. Помимо этого Шами Юртан Аюч дон Югуд он Капримон дон Белашбу
по федеральной программе. Помимо этого, по региональной сети 78 объектов в работе, из них процентов 65 ИНЮ, остальные 35% свободно для ЕРЕЛШ. Глава региона поблагодарил министра автомобильных дорог Абубакара Тумхаджиева и всех, кто задействован в реализации дорожных проектов за труд во благо республики. Седа Хасиева, Адам Яхьяев, Аслан Висхаев. При поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Чеченскую республику с рабочим визитом посетил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Вместе с ним в регион прилетел руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев. Гостей лично встретил глава Чеченской республики Рамзан Хаджикадыров. В рамках визита делегация посетила целый ряд объектов. С подробностями Мухаммад Жамалулейла. Свою рабочую поездку в Чеченскую республику министр просвещения страны начинает с посещения технопарка на базе Чеченского государственного педагогического университета. В учебное заведение Сергей Кравцов прибыл с Рамзаном Хаджикадыровым. Здесь почетным гостям провели экскурсию по высокотехнологичным площадкам. В частности, их внимание привлекло оборудование с виртуальной и дополнительной реальностями, по которым дети изучают химию, биологию и другие науки. Здесь у нас две зоны: виртуальной и дополненной реальности и зона программирования. Они как бы взаимодействуют у нас друг с другом. С вашего разрешения хотелось бы продемонстрировать виртуальную реальность и то, над чем у нас сейчас работают студенты. Посмотри, министр. Что-то надо одеться. Да, здесь у нас учащиеся студенты и школьники изучают внутреннее строение человека. К примеру, можно посмотреть в разрезе организм человека. Покажи, Баяли, пожалуйста, сердце в разрезе, например. Фантастика. В конференц-зале гостей ждали дети из Донецкой Народной Республики. Здесь они по программе «Университетские смены» проходят обучение на базе технопарка Чеченского государственного педагогического университета. Выступая перед ними, Рамзан Хаджикадыров объяснил истинные мотивы специальной военной операции на территории Украины и какие подлые цели преследует киевский режим и Европа. Все говорят, что Америка хочет, чтобы война продолжалась, до последнего украинца. Действительно, это так на самом деле. А вот русскоязычное население, для всех европейских государств, они враги. Они враги, надо, все говорят, надо запретить на русском языке говорить. Там разные, и сейчас государства запрещают изучать русский язык. А русский язык это для Советского Союза, как английский язык во всем мире, общий язык. Мы все общались на русском языке и понимали друг друга и жили в братских отношениях. Сегодня нас расчленяют, там Грузия, у них свои приходы, там Азербайджан по-своему, Казахстан сегодня вообще непонятно, какую политику проводит там. Но хотя мы все братские народы. Но им Запад, западные инструктора, которые советники, всегда твердят, что Россия хочет объединить Советский Союз, и если вы сегодня не станете против России, вам завтра будет конец. Такую идеологию они проводят, и поэтому против нас настраивают как могут. Но это у них ничего не получится. Мы в ближайшем будущем очистим Донецк, и вы будете возвращаться домой, очень красивые места и в Донецке, и в Луганске. Школьники из Донецкой Народной Республики получили уникальную возможность задать вопросы почетным гостям. Конференция прошла в формате открытого диалога. Дети получили от главы республики и министра просвещения много интересных фактов, наставлений и мудрых советов. Меня зовут Булака Юлия, и я хочу сразу сказать, что я восхищена и благодарна тому, что у меня появилась возможность побывать в городе Грозный, увидеть красивейшие места, после которых я до сих пор в восторге. Порядок, чистота в вашем городе – это просто потрясающе. Рамзан Ахматович, у меня к вам вопрос. Перед тем, как вы возглавили свою республику, думали ли вы, что через лет 10-15 будут такие большие перемены? И как вообще удалось все это сделать? Спасибо за вопрос. Если не верить, то в себе, и своим целям, у тебя никогда ничего не получится. Вот когда-то в 2006 году я первый раз встретился с молодежью, и они задавали тоже такие вопросы, и я им сказал,
вы увидите в ближайшем будущем, к нам будут приезжать самые знаменитые артисты, спортсмены. У нас будет развиваться туризм. Они смотрели на меня и с иронией отнеслись к моим словам. И этот ролик есть, видео записано. И то, что мы хотели, то, что Ахмад Хаджи заложил фундамент, мы на этом фундаменте построили нашу республику. Продолжая визит, Сергей Кравцов посетил новую школу в Исаитовском районе. Построенное по самым современным технологиям, учебное заведение уже скоро примет в свои двери 1200 учащихся. Министр просвещения высоко оценил подготовку школы к новому учебному году. Чеченская республика показывает хорошую динамику по рождаемости, и поэтому нужны новые школы, детские сады. Большое внимание вообще в целом уделяется системе образования, и строительство таких новых школ, конечно, решит вопрос третьей смены. Завершая визит, Сергей Кравцов с Рамзаном Хаджикадыровым провели отдельную рабочую встречу. По итогам достигнуты новые договоренности о сотрудничестве. Провожая гостей обратно в Москву, глава республики пожелал успехов в работе. Мухаммад Жамал Лейла, Адам Яхьяев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской республики. Неделя. Рамзан Хаджикадыров провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы Адамом Делимхановым. Основной темой обсуждения стало поведение чеченской молодежи, проживающей за пределами республики. Глава региона отметил, что большинство из них отправляются в поисках работы или на учебу. Однако поступки некоторых бросают тень на весь чеченский народ, культуру и многовековые традиции. В ходе совещания были обозначены меры, которые необходимо предпринимать против таких правонарушителей. Имидж республики, взаимодействие со всеми народами, религиями, регионами, государствами, и глобально без Бог глубоко, лирша, уляболче, навости, буоли, холдон, цардон, шаш мюшто, кадыров, что ли, вот я говорю, таксистан нет, хечон, лечшкулдон, захоли цаяхёш, садон, дуэналдоч, шаш, яин подигёш, шедец април мухолдон, исендон, кадастон, зоэн ваен, зоани ревон бош, что кечки, альчбикмоли, das isem bol nach we halach stiach du kubo bil tabali ni no we hins kena problemi sin babish bil we yaketen sucia и we lari yishu itadeg tun zabosh trias В первую очередь он масерит царах баркал дери салала рамзан аштан we масудиня джа we дешто си из ахвик что ану дуhund elchi دوز لعدول حلا والتن إشكال تعود ديج حاجة نقول فندق ويمحك عدول حال تهنا عدول حال وين تهنا يخ بوشتو هون دقر بركل ديريس ولا لا سون ده الموضوع عتدي لندو دي خشوي قطعة إيش واش تاع إيش واش بولشنا هنتاع يقمت كيل بينا واش مسرة تان هوتيل ويجلسنا واش تلك تصحى يقوي ورتن شنا وين بروبلم تين تصحى ما تدينو عاش دوشاش ديش دان دوشاش زني ما استيش دوشاش سبورت دوشاش قيش دوشاش بوش لا شاش ليلو ديش جول سو بارم سو باقيت إتبون شو قيس بيل برشة إستغنا использовать дальше запада, царь Иби раскручивать саду, сундела да мола, тут я выбрал бедбу из царь чекую чек доходу. Глава региона еще раз отметил, каждый выезжающий за пределы республики должен знать, что ему не позволят порочить честь чеченского народа. Также Рамзан Хаджикадыров поздравил Адама Делимханова с включением в очередной санкционный список Запада. Причина этому – участие братьев Делимхановых в специальной военной операции на Украине. Такое внимание со стороны врагов Отечества воспринимается как самая лучшая похвала, отметил глава региона. شدير ميجن شوائع شلونه يقوي شلون دونه تعويض أمني دونه يأتي شيء دونه كرو يز يعني دونه واقع دونه تعويض ده تدي دونه ترى ويدوش ملوش
دون بچه‌ها باكن جينا دون ما تندو ما خزدو ما بيزدو ما يطلش أدم دو شدون ما تسو شاويش بوش بنا شاخوش على خير شغل دون باشه ما يطلش دو شو باش إيه أقصده هو قاعد عبد الله دون صدق بيت له دون تابيس بردل له دون تاق دون سيريو نعبول شان تحلها ويوت إيوت يوتشوال سينان ويداي دون ولا داي دون كنت في قاعد بتستعد في نير دون تون بيخ باتر يخوش واتر إيش توني عن داتر باش دون أعدون دو سوها ما دون شو بيأكل نعطي دون داك بوسوا ورا عبال باش بوداس دون بس دايت تلفون جوي نيرس دون هو يوت أسانس شو إيش دون سمشنا دون إنجليشنا بعتنا ده لا شو هو اليوزر بوس سانك شو بايد دوك يرسل هيدي يو ويسال بيقولوا لا وين بوك هاك لا دون دلهم حالا وير بوت دون زال دون سانس شو وير هون دون دون حيا دون داك إيميل جو ديز دون وشيء مش شاش جوز عليه شو شاش بوش دون يوصل بيوخم شندعل طوان بناء دونه تابو شخص داري تنقل دونه ديل دوش ايش دون هاي باتش عقل ديش هاي خلق ديش هداه تنقل إنسان تجيب وايد وين تشوز جوردس شاستي أسك بس كده ما تصير دون شادي كوني عبير كدو поздравляем от души. Мечети Англии помогают гражданам спастись от жары, а в другой мусульманской святыне в Индии ввели бесплатное лечение почек для малоимущих. Эти и другие новости исламского мира в нашей традиционной рубрике «Умма». В Нидерландах и Германии провели эксперимент. 2 группы женщин в хиджабе и без него подали документы на работу. 70% работодателей предпочли девушек без головных уборов. Таким образом подтверждена неприязнь к религии. Из-за сильной жары в Англии мечети открыты для всех. Имамы святынь подчеркнули, что каждый желающий, независимо от вероисповедания, получит бесплатную воду и возможность познакомиться с религией. Данный поступок – наглядный пример добродетели в исламе. В одной из мечетей Индии ввели бесплатное лечение почек. Для этого выделено специальное помещение. Услуги предоставляются малоимущим семьям из незащищенных слоев общества. Вероисповедание и национальная принадлежность при этом не учитываются. Масштабная выставка открылась в Марокко. Она повествует о жизни пророка Мухаммада, мир и благословение ему от Аллаха. Инициатором выступила Исламская всемирная организация по вопросам образования, науки и культуры. Музей оснащен новейшими технологиями. Благодаря им каждый сможет ознакомиться с основными аспектами пути лучшего из творений. Сильное наводнение произошло в Бангладеше. Множество людей осталось без домов. Помощь пострадавшим оказал мусульманин британского происхождения Милад Сарвар. За 2 дня он собрал более $24 000. Все средства переведены в наиболее пострадавшие районы. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. 150 преподавателей священного Корана прошли курс повышения квалификации. Обучение проходило на базе коранического центра Аль-Джазари. Специальные свидетельства муалимам вручили в торжественной обстановке в присутствии почетных гостей. Подробности в следующем сюжете. Яркая лента выпускника сегодня не только на молодых. 150 преподавателей священного Корана разных возрастов прошли курс повышения квалификации в кораническом центре Аль-Джазари. تعديل أخية تمسا الحمد لله ديل قربان ثاني قاهيجي خزدك شقاء دويلي إنسان شون مجر قزع ويبوس كيوت خد خيدي مش حقيقته ديل رئيس خلي دا مالعشنا دا إحنا بيركتير. В своих поздравительных речах богословы приводят известный хадис, который передает Усман, да будет доволен им Аллах, в котором говорится, что посланник Всевышнего, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: лучшим из вас является тот, кто изучает Коран и учит ему других. إيه تمت إبوس وشة دال دين دوشتو بعن دوشو تسعموت عيلين قيش سو ديل كلام عديش سون كل شيء شون يل سون إيش بوش شون يحيوش طيب صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة حديث دوشان دوش دو إذا القرآن جوز نيس ديش مديزلي ديش أخوش إذا قاحوش بوتر ذكروا إعانس خيروتون درج قانودولش قيمتيناح دال شيني شيء يوش نشني يوقع جيلنش دين خير دوش دول ملايكة شتاني جبرائيل ملايكة دو عليه السلام أتير درجة قانودولش قيمتيناح يلس مناح
سير درجة حروبه والله جمهم مداتشنا دالوا بينخل باش بولو قهية بوب. Занятия в кораническом центре начались еще с сентября прошлого года. Это теоретическая часть и практическая. Каждые 4 месяца набирали новую группу. Этот выпуск, он основан на том, что преподаватели, которые сегодня у нас обучают Корану, приходят в наш коранический центр, и мы повышаем уровень их квалификации, отдавая им те знания, которые мы получили от своих шейхов, которых мы обучались за границей. Это самый максимальный уровень теории, а также и практики. Когда они проходят экзамен по теории Корана, именно правильное чтение, а также практика правильное чтение, после этого мы выпускаем эти группы, давая им документ, что они прошли этот курс. В завершении выпускного каждый преподаватель получил сертификат из рук директора коранического центра. Он наставил выпускников, чтобы они не останавливались на достигнутом и продолжили долгий путь поиска знаний. Мухаммад Жамалылы, Адам Яхяев, Аслан Вискаев. Неделя. Строительные работы на улице имени Сайпуддина Ларсанова близятся к завершению. Значительная часть реконструкции уже выполнена. Сейчас полным ходом идет обновление фасадов жилых домов и зданий государственных организаций. Запланированы работы по обновлению фасадов многоквартирных домов, а также коммерческих объектов. Также будут проведены работы по комплексному озеленению, посадка деревьев, кустарников. И полностью будет заменено наружное освещение на более энергосберегающие светодиодные, и будет обновлено дорожное полотно. Расширят и дорогу. Теперь она станет шестиполосной. Появятся парковки, уютные зоны отдыха и зеленые насаждения. Сохранить историческую память о Великой Отечественной войне у молодого поколения. Об этом говорили в Министерстве Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Вопросами изучения страниц российской и восточноевропейской истории занимается фонд «Историческая память». Его руководители и стали организаторами круглого стола в Грозном совместно с Миннацинформ. За ваш труд в деле популяризации, в первую очередь, изучения истории, анализа истории. История, вопросы изучения истории, они у нас тоже стоят во главе угла. Значит, глава республики Рамзан Амаевич Кадыров, он уделяет пристальное внимание всем вопросам исторической памяти. Эти вопросы у нас в шкале приоритетов во главе, как я отметил, поскольку мы сегодня понимаем, что желающих посягнуть на историю во всем мире очень много, их количество растет. Значит, различные организации, западные политтехнологи, так их назовем, в своих деструктивных целях, они в первую очередь предпринимают агрессивные попытки переписать историю, реконструировать историю. И в данном контексте мы не имеем права расслабляться. Также на встрече говорили об информационной работе с населением по разъяснению целей и задач специальной военной операции на Украине. В Чеченской Республике эта работа проводится регулярно. Спикеры отметили, что это полезная и важная практика. Сегодня, когда происходит специальная военная операция, когда на территории Украины именно через переписывание истории, через забвение памяти о Великой Отечественной войне произошла настоящий всплеск неонацизма, мы понимаем, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне для всех народов нашей страны имеет принципиальное значение. На центральной площади города Грозного прошла выставка «Беларусь-Экспо». В ней приняли участие 29 ведущих промышленных предприятий Республики Беларусь по машиностроительному кластеру, а также легкой промышленности. Экспозиция приурочена к официальному визиту в Чеченскую Республику представителей бизнес-делегаций из Беларуси. Подробности у Седы Хасиевой. Комбайны, автобусы и многое другое. Целый спектр техники белорусских компаний представлен на выставке в самом центре Грозного. Открытие началось с приветственного слова. Данное обстоятельство свидетельствует о высоком уровне доверия и заинтересованности в развитии сотрудничества между руководством Республики Беларусь и Чеченской Республики. Мы надеемся, что сегодняшняя выставка получит статус ежегодно, и она будет с каждым годом расширяться. На выставке «Беларусь-Экспо» принимают участие 14 ведущих предприятий машиностроения Республики Беларусь и представлено более 40 единиц техники, таких как автокраны, экскаваторы, мусоровозы и комбайны. Приехали мы в республику для того, чтобы продемонстрировать данную технику. Планируем о взаимовыгодном сотрудничестве со стороны
Республики Беларусь и Чеченской Республики. В целом, мне кажется, сегодняшнее мероприятие и участие высоких должностных лиц Чеченской Республики подчеркивает интерес в развитии двусторонних отношений между Республикой Беларусь и Чеченской Республикой. Мы будем дальше продолжать активизацию наших взаимоотношений. 15 предприятий легкой промышленности, одежда, текстиль, образцы металлопродукции и бытовые электроприборы. Ну, я думаю, что сейчас самое время налаживать, да, я думаю, что далекие расстояния на сегодня не должны стать преградой, поэтому белорусская делегация здесь пытается, да, и делает все возможное для того, чтобы наладить партнерские такие отношения. В ходе выставки Чеченская Республика и Беларусь подписали дорожную карту по сотрудничеству в сфере промышленности, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. На сегодняшний день мы ведем активную торгово-экономическую работу с несколькими государствами, и Беларусь у нас является в приоритете. И сегодняшняя выставка тому доказательство. Сегодня у нас в республике представлены практически все крупнейшие производители техники Республики Беларусь в промышленном секторе, машиностроительном секторе и в секторе легкой индустрии. Еще в конце прошлого года Рамзан Хаджикадыров объявил 2022 годом промышленности. В рамках этого в регионе проделали большой объем работы, и выставка промышленной техники – еще один пункт в развитии этого направления. Седа Хасиева, Арбит Чекаев, Ислам Аль-Султанов. Неделя. Масштабная акция в поддержку специальной военной операции прошла в Грозном. На площади мемориального комплекса славы имени Ахмата Хаджи Кадырова собрались больше 5000 человек. Это общественники, активисты политических партий, молодежных движений и простые жители. Все они выразили единство и поддержку курсу президента России Владимира Путина и главы Чеченской Республики, а также действиям российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Как мы знаем, президент Российской Федерации, главнокомандующий, объявил о проведении специальной военной операции. Мы сегодня собрались для того, чтобы выразить свою признательность и поддержку верховному главнокомандующему. И, конечно, выразить свою поддержку главе Чеченской Республики, герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову. Как мы знаем, Рамзан Ахматович с самого начала находится в авангарде всех социально-политических, уже и военно-политических событий, которые происходят в мире сегодня. И действительно, вклад Чеченской Республики во главе с нашим национальным лидером, она очень велика. И, конечно, мы знаем, что наши бойцы сегодня продолжают принимать участие по денацификации Украины и демилитаризации украинского фашистского формирования. На этом мы завершаем наш выпуск. Хороших вам новостей!